Свой 95-й день рождения отмечает житель Сосногорска, участник Великой Отечественной войны Василий Семенович Мезенцев. В этот день юбиляр принимает душевные поздравления. Уважаемый Василий Семенович, Да. я вас от всей души поздравляю с вашим юбилеем. Да. Желаю вам долгих лет жизни и крепкого здоровья. Чтобы жизнь только радовала, родные и близкие только радовали, чтобы ваша жизнь была наполнена только счастливыми моментами. И вручаю вам поздравления из Кремля от Владимира Владимировича Путина с юбилеем. Родился Василий Семенович в селе Покча Троицко-Печорского района. 1 января 1943 года был призван в Красную армию. И уже 9 мая принял военную присягу в 7-м воздушно-десантном полку. Далее служба в 6-й гвардейской десантной дивизии. В июне 1944-го их часть была переброшена на Карельский фронт, где части Красной армии нанесли поражение противнику, освободили большую часть Карело-Финской ССР и тем самым ускорили выход Финляндии из войны. День Победы Василий Семенович встретил на территории Румынии. Возраст такой уже забываю, 95-96 пошел. Гостям участник войны рассказал о тех временах, с гордостью показывая заслуженные медали. Стоит отметить, что несмотря на свой солидный возраст, Василий Семенович по-прежнему жизнерадостен и активен. Хорошо помнит события прожитых лет и очень был рад приходу гостей. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 19 января православные отмечают Крещение Господне – один из главных церковных праздников, который также ассоциируется у большинства граждан с купаниями в прорубях. Жителям Сосногорска следует помнить, что перед погружением нужно обязательно проконсультироваться у врача. Во избежание нежелательных последствий для здоровья не рекомендуется принимать холодные ванны людям со слабым здоровьем. Очень осторожно подойти, особенно тем лицам, которые имеют заболевания легких, хронические, особенно это обструктивные бронхиты, это так называемый хобл, хроническая обструктивная болезнь легких, а это в основном все наши курящие мужчины, начиная даже с 30 лет они уже это имеют. Все, кто имеет патологию сосудов сердца, головного мозга, вот здесь, конечно, и уж особенно, кто перенес инфаркты, инсульты. По словам представителей духовенства, купание в проруби – традиция, но не правило. Достаточно в праздники посетить богослужение в храмах, а также набрать там святую воду. Но если вы все-таки решили окунуться, необходимо знать главные правила. После выхода на мороз нужно обязательно переодеться в сухую теплую одежду, обязательно надеть шапку, варежки, шерстяные носки и валенки. Обязательным правилом при крещенском купании является полное исключение алкогольных напитков. Алкоголь может только усилить спазм сосудов в холодной воде, что может быть опасно для жизни. Из-за мягкой зимы организовать купание на реке не удалось, так как толщина льда при массовом пребывании на нем людей должна быть не менее 25 сантиметров. Поэтому было принято решение проводить купание только в специально предназначенных для этого местах. На территории Сосногорска купели будут действовать возле храмов преподобного Серафима Саровского с 22 часов и Покрова Пресвятой Богородицы с 2 часов ночи. Напомним, при возникновении чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 112. Влада Гришаева, Елена Двожик и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Новогодние каникулы для сосногорских любителей лыжного спорта оказались омрачены в буквальном смысле этого слова. 2 января на лыжном стадионе Черемушки вышел из строя трансформатор, обеспечивавший освещение на лыжной трассе. Как рассказал директор спортивной школы Роман Чупров, сразу после аварии на место выехали специалисты и было принято решение об отправке трансформатора на ремонт. Хотя на тот момент полной гарантии, что его удастся восстановить, никто не давал. Дата изготовления оборудования – 1973 год. И то, что он проработал более 40 лет, вызывает уважение не только к технике советского образца, но и к специалистам, которые содержали агрегат в рабочем состоянии. Перед каждым началом сезона трансформатор проходил полную профилактику. Прошел он ее и в этом октябре. А в декабре по всей трассе было заменено более 40 светильников.
Причиной, по которой оборудование вышло из строя, по словам специалистов, мог стать перепад в электросети, либо попадание влаги. Я хотел бы принести извинения за временные неудобства нашим любителям лыжного спорта. То, что лыжная трасса у нас сейчас в данный момент не освещается, но все работы, я вас заверяю, в кратчайшие сроки будут эти неполадки устранены. Это интервью мы записали накануне. И пока сюжет готовился к эфиру, пришла информация, что трансформатор благополучно отремонтирован. Осталось подключить оборудование, и эти работы начнутся уже в понедельник. Кроме этого, руководство спортобъекта строит планы и на более отдаленную перспективу. В летний период мы наметили себе такие планы: заменить освещение на диодное, на белый свет, который более приятен и глазу, и рассеивает лучше. Поэтому в летний период мы проведем, я уверен, мы проведем замену на светодиодное освещение всей лыжной трассы. К слову, во время перерыва в организации освещения лыжного стадиона в темное время суток тренировки юных спортсменов-лыжников не прекращались. По словам директора спортшколы, в графике занятий юных спортсменов были внесены временные изменения. Спортсменам была предоставлена возможность при желании проводить тренировки не только в залах, но и в городском бассейне. Напомним, освещение лыжной трассы появилось в Сосногорске в 2008 году, что позволило в условиях короткого светового дня в зимний период значительно увеличить время для занятий лыжами, а значит и для достижения лучших спортивных результатов. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.